Владимир Уйба, СМИ часто гуманитарный отцег, анышта щетес налыкан моноградас. Республика Саюралышлен уджалан вежаны, что ченалом торясилыш вводим сюжетен. Сегодня едем к нашим ребятам в одну из частей на передовую. Везем им заказанное ими оборудование. Но обязательно будем награждать отличившихся. Фронтлан кучтуяс, регионен вешка лишь мунамия мужче яздора, куда стакада тушка ще не вырыкад, даматыста да не верма. Но медем воучин мян земляк ясачко мунны неким шурс километра, а се косты ушинцайн тудаланы войнаен киштем каршиктияс, театринин бура петкадля мей фронты зев матен. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Полканы служтен комич боечас неважена тышка щесны Бахмут дорен, таборен солдат яса служа десны мыдля, но и таны вывты щекыд. А я вам хочу сказать, вот положа руку на сердце, искренне, да, от всей души, чистого сердца, что воины республики, я оценил каждого, побеседовал с каждым, посмотрел в глаза, заглянул в душу. Каждый из них с честью выполняет свой воинский долг. Не трус, мужественно, стойко, беспрекословно выполняет все приказы всех командиров и начальников. И хочу поблагодарить вообще вас, главу республики, за то, что у нас есть такие воины настоящие, у которых нет вот этого пафоса 21 века, которые просто, не щадя своего живота, берут и делают то, что им велено, и то, что надо. Бьют врага на всех направлениях, каждый по-своему, в соответствии с занимаемой своей воинской должностью. Я ими очень горжусь, и, знаете, поискать бы таких побольше, и быстрее бы мы одержали победу. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Владимир Уйба, щетискомі республіка са герой Лишкучув, Дмитрий Волчковле. Боєч кивку мандаповтама з бильмеда став бойовий мокса. Старший лейтенант Волчков, день рождения прибыл. Поздравляю. Спасибо. Командир батареи непосредственно зенитно-ракетный, да, старший лейтенант Волчков, во-первых, звание досрочно получил за выполнение поставленных боевых задач. 2 ордена мужества. Сам лично был с ним в бою, видел, наблюдал, как он руководил непосредственно в боевых порядках на Бахмутском направлении. Ну и Дмитрий Васильевич с честью выполнил воинский долг. Машина была атакована FPV-дроном. Сначала она выполнила боевую задачу, а потом он ее вывел, и машину вывел, и личсостав вывел из-под огня, и тем самым спас и сохранил жизнь и здоровье. При этом и задачу боевую тоже выполнил по прикрытию танка, который выполнял поставленную боевую задачу. Воины бьются, и бьются как львы. Настоящие мужчины. Юрал щетис боечас ленышта даскык медаль. Владимир Уйба выладон яла налы щекыд учса. Еще раз повторяю, победа должна быть убедительной, жесткой для противника, с тем, чтобы уже больше, по крайней мере, какая-то цикличность, каждые 100 лет враг поднимает голову, сейчас раньше поднял, но вот, по крайней мере, чтобы до очередного опять срока, чтобы он голову не поднимал. Понятно, что Россия всегда была, есть и будет вожделенной территорией, огромной, богатой, для всех врагов, но испокон веку их били, бьем и бить будем. Республика Саюралыш вайсмеем боечас гуманитарный отцег. Шам одне акадча дроны ясмый отцалас на РДД вырыкса. Анышта беспилотники оскорчищан оборудование. Одне атушко считая техника тегес некуич. А мы на равных с врагом по части технического оснащения? Вы знаете, сейчас, это мое личное, сугубо личное мнение здесь, вот которым, где-то он нас превосходит, где-то мы его превосходим. Но в данный момент по силе духа они начали падать.
Причем сильно видно, заметно это. То есть они начали падать, и оснащение у них сейчас стало хуже. То есть мы видим, допустим, наблюдая с коптера, их оснащение, чем они, даже банально во что они одеты, и то уже говорит о том, что становится все хуже и хуже у них обеспечение. Поэтому наши, скажем так, вооруженные силы дают им, и не слабо дают. Техническую заявку обеспечили командира воинской части. Все это передано в воинскую часть для того, чтобы они как можно эффективнее вели борьбу и с дронами вражескими, и в свою очередь имели свои очень современные, самые современные дроны самых последних моделей, с тем, чтобы могли вести разведку и тем самым снижать, а может быть и вообще профилактировать тяжелые потери в личном составе. Самое главное сегодня это, конечно, именно технические средства, которые позволяют вести борьбу современно с противником и без потерь. Хочу еще раз вас заверить, у ребят очень хороший настрой. У ребят настрой на победу, только на победу. И позвольте вам передать от них, от всех огромный привет, пожелание в тылу поддерживать их. Ну а здесь на передовой ребята четко говорят, победа будет за нами, враг будет разбит. Так, парни, давайте сюда подойдите. Принимайте. А та фронтлен модюканнен, та чечуч вайсен гуманитарне отсег, и силишко оторген каштишне. Та видео самішні майтим тилусайн, сективкарен юрал щетис міамбей часле машина, да оборудование, а ништа уна щекас ембор. Мічукартес на регіон са волонтер'я, да добрая республіка отсег щетан фонд, бо є час косічесне стався на передовые, но налан езартме. Получили гуманитарную помощь, на этой же машине доехали до места, ну, не доехали, а ехали до места там, где мы находимся, и нас встретили FPV и тяжелые дроны Баба-Яга. И получилось так, что начали накрывать нас. Вот сгорел у нас Урал, посекло вот Ниву, которую выдали гуманитарки, сейчас она стоит пока на ремонте у нас, ждем запчасти, пока придут. Всю ночь пришлось бегать по лесу, как бы, потому что это опасные, очень страшные штуки. А почему бегать? Ну, потому что они летают, а ночь темно, ты же ничего не видишь. А у них приходится ночное тепловизоры, да, ночное видение. И они спокойно подлетают, скидывают. Я правильно понимаю, что вы после этого обратились еще раз к главе? Да. Сразу же обратились и подкликнулись. Всем Республики Коми, главе, замглавы, женщинам, бабушкам, которые плетут для нас масс-сети. Уже в течение 2 лет, сколько я нахожусь на СВО, Республика Коми не забывает о нас. Постоянно помогают нам во всех моментах, которые мы просим. И в полном объеме. Огромное спасибо. Победа будет за нами. На позициях передаем нашим ребятам оборудование, квадроцикл, мотоцикл, технические средства борьбы с вражескими коптерами. Только что полностью осуществили загрузку, но вот практически КАМАЗ до половины загружен тем, что послали. Это и сборы вас, уважаемые жители, это и сборы Доброй Республики, это и сборы от наших благотворителей всем миром. Сегодня вот снова вооружили наших ребят, и это все уже завтра начнет работать, ну, может быть, даже и сегодня к вечеру, потому что ребята практически рядом с передовой, и, по сути, все это будет служить нашей победе. Большое спасибо Республике Коми, правительству, главе, потому что является непосредственным организатором всего волонтерского и гуманитарного движения в данной республике. Неоднократно с ними работаем, помогают в этот раз техникой, средствами РЭП, радиостанцией. Все то, что самое необходимое. ІСО артилеріян розділем КАМАЗ даш п'ятнитує. Шурмоги свайни стався та передовиєч. Боєча, що лемщаніс атялесний юралщас, да кожналесне сили сотачем трофей. Вот буквально перед отъездом сбили камикадзе-дрон именно Хохлов. И вот трофейный передаем в музей Республики Коми. Владимир Викторович, Спасибо. держите. Спасибо. Видите,
бейте как можно больше их, при этом сами, чтобы были здоровы, живы. Спасибо вам, ребята. Победа будет за нами. Сикост республіка юнауца Щаровенькі Карле, джойнталны туяс, школа больничас, новырык озуш. Майда садлу на ровенькі бомбі тамбырын, киші светимен куим кирка, юралыс саки кос ищи ставса джойнтавны. Здесь по жилому сектору у нас работы практически закончены. Из 53 домов мы смогли зайти в 44 дома, в 9 домов попасть не смогли. Поэтому вот 44 дома мы полностью выполнили ремонтные работы. И сейчас уже завершение, но вот в этом доме, например, попросили еще жильцы сделать дополнительные работы, которые не были учтены в плане. Это их просьба личная, но тем не менее с подрядчиком переговорили, они окажут помощь и небольшие работы дополнительно сделают. А так практически мы работы по 44 домам по восстановлению полностью завершили в срок. Благодарю нашего подрядчика, строителей, которые выполнили обещание мое, и в срок ремонтные работы завершены. Я просто счастлив, не то что благодарен, я счастлив. Мы сами не потянули под это все, это хана. Мы вдвоем с Жинкой ликвидаторы Чернобыля, пострадавшие и так вот. Я пролежал в реанимации, потом в стационаре, куда никакой силы не хватит сделать. Я просто благодарен. Ну, сначала окна вставили с той стороны. Это окно, как сделают, тогда будут тоже ставить. Это самое. Ну, ребята молодцы, я просто доволен. Делают на совесть. Даже я не ожидал, что такое получится. Вот. Мне очень счастлив. Спасибо. Мата нельше нелямен миллион того час республика ровенькі джойнта могыш. Вульмедасны кышкы кемы социальный ширин, что читая школаса. Сейчас у меня за спиной 6-я школа, где полностью заменены все окна, плюс большой объем работ по спортивному залу. 20 августа у нас срок для того, чтобы закончить, и после этого отдать школу уже на приведение в порядок, отмывку и так далее. Ну что, Юра Алшвичелес, кычичонтал начали для Черноморска Зорька санаторий. Тач Владимир Уйбачоктес, медем нюзал вермесный йон мачины тан вучаж. Талиса вичталес, гожги чищелядли, а на что вучай джис юалам ясвла. Я просто сама занты, и в основном, когда мы ходим с друзьями гулять, мы ходим в одно место. Меня очень интересует вопрос, будут ли какие-то архитектурные постройки или памятники в дальнейшем идти. Просто за последнее время у нас построили только 2 магнита. Не только 2 магнита построили. Мы в этом году запускаем уникальное производство в Инте. Мы запускаем суперсовременное производство ферросплавов в Инте. Значит, это уникальная история, потому что ферросплавы используются как обязательная составляющая любой плавки металла. Без ферросплава не выплавить ни металл, ни сталь, ни чугун. А сегодня ферросплавы мы получаем в основном из-за рубежа. Это Китай, Казахстан и чуть-чуть, там, 10% что ли, производим сами. Вот мы запускаем в этом году полный цикл ферросплавов и карбида кальция именно в Инте. Но не только на этом мы останавливаемся. У нас еще по Инте несколько проектов, которые мы тоже сейчас отрабатываем с инвестором и с правительством России, с тем, чтобы в ближайшие годы запустить еще несколько проектов. В части отдыха, в части мест, где можно вот как-то проводить время, мы тоже не ждем милости у природы. Буквально неделю назад, наверное, я презентовал новый проект, который мы будем делать со следующего года, на 3 года. Это всю республику. Мы берем по каждому городу, по каждому муниципалитету, по селам, по деревням. Это программа детских площадок на открытом воздухе. Причем это комплексные детские городки, на котором можно будет проводить время и летом, и зимой. Я Вика из Сосногорска, и у меня есть вопрос насчет наших парков. У нас есть парк в городе Юготлун, и его очень давно запустили, и там он очень старый. Я хочу, чтобы у нас было больше мест, где можно посидеть с друзьями, и чтобы у нас был хороший парк Юготлун.
Спасибо большое, Вика. У нас есть программа. В феврале этого года было послание, где президент дал старт очень многим национальным проектам, новым совершенно. И в том числе он как раз уделил очень много внимания малым городам России. И вот мы сейчас внесли, Сосногорск вошел, несколько наших городов как раз в эту программу. Это национальный проект. По этому национальному проекту вот эти малые города в России придут инвестиции, в том числе из России, где будут предложены, вот как я рассказал по Воркуте, мастер-план развития города. Точно такой же мастер-план и по Сосногорску, где, безусловно, в первую очередь, это комфортная городская среда. Дайте нам буквально несколько лет, и мы эту программу начнем реализовывать, и вы увидите изменения в городе. Юралыч Пас есмый матысакаде регионын мылпалын сбылмәдне уна тытчана проект.